Такого в республике, по-моему, еще не было. Общественность решила поддержать коми-периодику и журнал «Арт» благотворительным концертом «Шонет Рыт. Теплый вечер». На вырученные деньги будет оформлена подписка на печатные издания холдинга «Коми-Му» и журнал «Арт» для школ, библиотек и больниц республики, которые из-за нехватки средств не могут себе это позволить. Смотрим анонс Елены Кононовой. До концерта остались считанные дни, а работы у активистов непочатый край. Надо расклеить афиши, раздать пригласительные билеты, найти спонсоров и, главное, организовать сам благотворительный концерт. Всю работу ребята разделили между собой. Примечательно, что раньше эти люди, по собственному признанию, почти не общались. Но их объединила и сплотила общая идея – сохранить читателя для коми-изданий. У библиотек и школ сегодня просто нет денег, чтобы выписать национальную периодику. Если мы сейчас не поможем с подпиской, они останутся без арт-журнала, без бикини, войвы в Коджува. У них не будет возможности читать эти издания. Надо сказать, в школах и библиотеках эти журналы используют как методическое пособие, по которому изучают новую современную литературу, читают современных ученых новые произведения. И я считаю, что это будет для них отличным новогодним подарком. Именно журнал «Арт» первым забил тревогу. На конференции Сыктывкарского представительства «Коми-Войтер» директор редакции Нина Новикова обратилась с просьбой к молодежи покреативить, ведь на кону судьба самого издания. Арт-журнал выходит раз в квартал. Тираж 1200 экземпляров. Одну половину выписывают жители городов и районов, а другая половина как раз уходила в школы и библиотеки. Этих читателей с Нового года издание может потерять. У журналов Коми-издательского дома ситуация с подпиской лучше. Здесь основной читатель – сельский житель, который, даже имея дома интернет, все равно выписывает любимую периодику. Правда, кризис все же повлиял на приоритеты жителей региона, сетует Вячеслав Попов. Привычный список выписываемых изданий люди сократили. Сейчас стараются брать только газеты. Но если акция пройдет успешно, полюбившиеся журналы сельчане смогут читать в библиотеках. Они получат в подарок годовую подписку. Общественники подпишут социальные учреждения республики на региональную периодику. 12 декабря в Сыктывкаре впервые пройдет благотворительный концерт «Шонет Рыт. Теплый вечер» по сбору средств на организацию подписки на региональные газеты и журналы для социальных учреждений Республики Коми. Сегодня анонсы благотворительного концерта крутят не только на радио. Весть об акции быстро разошлась по всем социальным сетям. Сегодня у активистов уже внушительный список выступающих артистов. Лидия Логинова, Петр Шучалин, Василий Рочев, Евгения Удалова, ансамбли «Зарни Ань», Томлун, Примавера и многие другие. Концертный зал бесплатно предоставила гимназия искусств при главе Коми. Это будет не просто представление с номерами. Зрителей ждет немало сюрпризов. У одного из главных идейных вдохновителей и молодого активиста Союза МИ Александра Терентьева уже был опыт подобной акции. Еще будучи студентом кафедры политологии и международных отношений, он проходил практику в болгарском посольстве в Москве. Там на таком же благотворительном концерте собрали деньги для детских домов в Болгарии. Мы много нового внесли сами. Например, конкурсы селфи со звездами. Я думаю, нашим гостям это понравится, что можно будет сфотографироваться с любимым певцом, писателем, журналистом, главным редактором. Недавно я открыл журнал «Чушь Канзы». Читаю. Григорий Хатанзейский. До этого я не знал Гришу, теперь знаю. Я думаю, что и гостям будет приятно познакомиться. Сюрпризы гостей теплого вечера будет поджидать уже в фойе. Там откроется выставка газет и журналов Коми, выпущенных еще 90 лет назад. Здесь же зрители смогут увидеть оригиналы карикатур, издававшихся на страницах журнала «Чушь Канзы» с 1957 года. В общем, скучать людям не придется. Я думаю, что это очень нужная и важная акция. Мы все с коллегами все приобрели, конечно же, билеты, потому что Коми-периодика, она ведь нам нужна. И если не мы, то больше никто. Ни татары, ни башкиры к нам не придут и не помогут. Сейчас мы развиваемся, думаем о будущем. Поэтому интересная идея, хорошее предложение. Я сам лично в этом приму участие, естественно. И предложу своим коллегам, друзьям, чтобы это поддержали издательство. И мы все вместе сделали шаг навстречу нашему будущему, потому что оно как раз и отражается в этих изданиях. Пока это пробная акция, говорит руководитель издательского дома Коми Вячеслав Попов. При положительном результате в следующем году она пройдет уже по всей республике. Впрочем, некоторые районные издания готовы включиться уже сейчас. По словам журналистов, нечто подобное было в советские времена.
Когда-то были десанты. На автобусах артисты ехали в какой-нибудь район на выходные дни. Например, в Усть-Куломский. Там в нескольких селах давали концерт, а вырученные средства отдавали на подписку газет и журналов. Или там же сидела работник почты и собирала подписку. На концерте выступали и журналисты, писатели, рассказывали про свою работу. За каждую копейку организаторы отчитаются. Ни одна не уйдет на сторону, обещают активисты. Сколько выручили за концерт, сколько спонсорских получили, сколько комплектов изданий, куда отправили, всю информацию разместят на сайте издательского дома «Коми». Общественники уже подсчитали, если удастся собрать полный зал на 300 мест, то более 70 социальных учреждений, а в этот список, кроме школ и библиотек, еще входят и сельские больницы и музеи, можно будет обеспечить годовой подпиской на региональные коми-издания. Елена Кононова, а пока не итогах благого намерения с национальным акцентом.